Веки. Скажешь, когда начать? Веки? Ну, отлично. А вам тогда что? А все у меня. Все Просто у нас кинули дома. Хорошо, хорошо. Я тебя жду, отмашки жду. Ну вот мы сейчас были на презентации фильма Юли. Так, меня, кстати, снимает Юля сейчас, поэтому я говорю о фильме и тоже. И очень, очень светлое впечатление осталось. Самое главное и удивительное, что меня удивило, я знал, конечно, что Юля плохого не снимет, и шел, уверен, что я увижу сейчас хороший, качественный фильм, но я удивился тому, как и получилось через одну личность, через одного человека передать вот такие глубокие эмоциональные краски, исторические краски. Просто удивительно. Конечно, это там я не буду сейчас оценивать там удивительные ходы режиссерские, там придумки, даже там и с юмором, там и музыка, там интересных моментов много, но у меня вот все-таки личность Любомира, но дело в том, что его можно было и банально как-то, и все как бытовую всю эту историю снять. А у Юли получилось, у тебя, Юля, получилось, это действительно такой фильм. И даже там, где он молчит, а там есть кадр, где он долго молчит, а актеры знают, что вообще вот играть молча это самое тяжелое. Там считается мастером непревзойденным таких, это Янковский был. А Любомир не актер, ничего, но он как так искренне молчит, что даже не становится неловко, потому что когда человек не умеет молчать, а тем более его снимать, становится очень неловко, как-то съеживаешься. А тут такого ощущения не было, и я под конец фильма понял, в чем дело. Я помимо говорю, что того, что снимал очень талантливый режиссер, который очень любил то, что он делает, а еще дело в том, что Любомир очень искренний человек. Очень искренний человек, и эта его искренность, она передается, и все, что он рассказывал, это настолько полезно сейчас именно, и полезно нам, потому что мы увидим и видим вот ту Сербию в его лице, которая как раз вот есть наша родная Сербия. И это очень полезно сербам, особенно той части, которая, к сожалению, задурманена Западом, рвется туда. Они в его лице тоже могут увидеть, что вот ту часть своей, ту грань своего народа, которая вот настоящая, который вот от земли, который вот он часть, он не выродок, а он именно часть сербского народа, прямо глубоко, как сердцевина такая. Это удивительное ощущение, конечно. Очень много мыслей, очень много впечатлений. Всего, конечно, я сейчас не скажу. Я, Юль, поздравляю тебя с удавшимся фильмом. Правда, это просто успех. Тем более, учитывая, как это все тебе давалось, как ты это все делал. И, конечно, благодарение большое тем отцам, которые тебе помогали, там, кто монтировал, кто что. Благодарение твоей сестре сербской, благодаря которой ты смогла презентовать фильм в России. Вот. Мы Сербию любим. Ну, я думаю, они это и так знают. Мы знаем, что они нас любят. И я верю в наше очень интересное совместное будущее. И с Украиной, само собой, тоже. Если мы верим святым отцам нашим, пророчествам, все будет хорошо. Мы будем вместе, как и с Белоруссией. И поэтому, когда в конце фильма он говорит о трех витязях, о трех богатырях, то он под Россией-то подразумевает и Украину, и Белоруссию. Это вот один богатырь, Сербия другой, Республика Сербская. Кстати, я очень желаю, чтобы они быстрее объединились. Вот. Много тебе лет, дорогая, я тебя люблю. Вот. Я за тебя очень рад. И я буду молиться, чтобы у тебя дальше все двигалось хорошо. Аллилуйя. Всегда Господи, благодарю.